Что такое татарский мум? А это состояние души, это вот не сам человек поет, а за него душа поет. Это такое состояние, наверное, вот как космос. Ну, я предлагаю тебе сейчас погрузиться в это состояние и что-нибудь из старых татарских песен исполнить. Здравствуйте, дорогие друзья и сенмисис! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас на кухне очаровательная девушка, золотой голос Республики Татарстан, Алина Шарипджанова! Привет, Алина! И сенмисис! Салям. Как дела у тебя? Айбет, Аллаха шукр. Алина Шарипджанова – певица, лауреат российских и международных конкурсов. Обладательница уникального голоса Алина Шарипджанова родилась в Саратовской области. Пела с детства, училась в музыкальной школе по классу фортепиано. Окончила юридический факультет Института экономики, управления и права, а также Казанский университет культуры и искусств по классу вокала на кафедре народной артистки России и Республики Татарстан Венеры Ганеевой. Первая же песня Алины Шарипджановой «Синий китем» стала лидером хит-парадов на телевидении и радио. Алина не раз становилась лауреатом фестиваля «Татаржира», представляла республику на конкурсе песни «Турквижн» и вышла в финал. Участница первого концерта грандиозного проекта «Узгареш Жиле», лауреат национальной музыкальной премии «Болгар Радиоса». Что у тебя в руке? У меня в руке все для вас. Рассказывай, показывай. Кучтенешлер, настоящие творческие люди ходят только с творческими подарками. Ну, в общем, в этом журнале я, в этом журнале я. А на этом диске? А на этом диске тоже я. И причем и DVD, и CD. Так, журнал Сюймбике. Вау, журнал моды. Да, Вип-групп. И все песни Алины Шарипджановой «Синий китем». Слушайте, друзья, Биг Зор Ахмед. Но, кстати, я еще заметил один кулинарный подарок. Что это? Ты знаешь, Презентуй. это сюрприз, он совсем для меня непростой, потому как держи его аккуратно. Холодная такая, то есть тарелочка. В общем, дело в том, что это от моей любимой, по-русски это свекровь. Это мама моего мужа, Яратхон Хайнана, Эни. Вот в ту камеру, да, можно ей привет передать? О, Эни, да. Это Что творожный десерт. А, это десерт. Эрем шоколад десерт. Дело в том, что как мама двоих малышей, я знаю, что такое накормить ребенка продуктами, богатыми кальцием, именно творожной продукцией, потому что дети в основном не любят в чистом виде творог. И вот Энни раздобыл этот десерт, он желейный, он очень легкий, он абсолютно безопасный практически для фигуры. Слушай, так красиво все рассказала, мне вот уже хочется это попробовать, но больше всего хочется попробовать это приготовить. Именно с этим расчетом у нас здесь стоят такие замечательные креманки. И сегодня мы, честно говоря, я сама буду это делать в первый раз. Мы попробуем также для наших телезрителей рассказать, как это вообще делается. Ну что ж, давайте Попробуем? приступим. Алина, рассказывай, как мы будем готовить это замечательное блюдо. Ну, во-первых, нам понадобится обыкновенный творог. 2 упаковочки. Нам понадобится молоко. И его, кстати, мы первым начнем использовать, потому что у нас есть такие замечательные желатиновые пластиночки. Ну, кстати, очень красиво. Ты знаешь, это, кстати, вот для меня открытие, например. Посмотрим, как они работают, потому что я их вообще первый раз То есть мы сейчас использую. заливаем их молоком. Заливаем их молоком, да. Так, опускаем пластиночки на То дно есть они у нас кастрюльки. будут набухать не просто водичкой, а мы молоком. без татарлар, ведь без цветные яратавус. Так, Bir стакан жетеме? наливай все, конечно. Теперь, значит, bu эремшек. У нас есть такой блендер. Так, избиваем, да? Да. Так, кусочками. Так, отлично. Давай поменяемся, все-таки блендер это... Мужская. Подожди, сейчас Мужская. мы возьмем сахарочек. А, сахарочек еще Какой туда. ребенок не любит сахар? Так, сахар, творог. Сахар, творог и каймак. А, и сметанку туда. Зачем я бы это так съел? Зачем тебе это готовить? Ну давай. Сейчас положим на глаз, ну вообще как бы половина пачки, то есть стандартная пачка где-то по пол-литра. Вот так вполне. Ну, Бисмилляхи-рахмани-рахим, айтят. 1, 2, 3. Прошел процесс. Работа кипит. Я думаю, достаточно. Слушай, ты справился. Вот такая красивая масса получилась у нас. Очень Перекладываем, да? аппетитно, да?
Алина, наши постоянные зрители уже помнят тебя в программе «Секреты татарской кухни». Да ладно. И помнят твою солянку по-татарски и, самое главное, роллы по-татарски. Вот Татарский прошло ролл. уже более 5 лет. Что изменилось? Что ты еще научилась готовить? А? Расскажи нам, какие кулинарные секреты? Ну, ты знаешь, мне кажется, любая девушка, которая выходит замуж, рано или поздно учится готовить. Ну, начну с того, что буквально мы не успели пожениться, мне приходилось готовить каждую неделю, Бялиш. Вот Слушай, у тебя у мужа Инстаграм была был завален. диета, бялешная Бялишная диета? диета. Теперь откормила, понимаешь? Ага. И сейчас вот перешли на диетическую форму питания. Друг за другом практически у меня появились замечательные ребятишки. Здесь только стоит поаплодировать и сказать: спой, пожалуйста. Вот так сразу. Конечно, конечно. Ну, тогда я спою одну из моих любимейших песен. Это, безусловно, татарский фольклор. Я считаю, что своих детей нужно баловать знанием татарских песен, потому что так редко приходится сейчас их слышать. Итак, татарская народная песня. Jamal Jitken kızlar kindercip erliler havar canı sevgenlerinin bulmağı. Bu kisken variantı. Сокращенный, но не менее прекрасный от этого. Молодец, молодец. Рахмет. Слушай, я прям вспомнил свою деревню, так поля, леса. Мен де şu an için поэтому и пою татарские песни. Очень красивая песня была, молодец. Рахмет. Но не забываем о блюде. Есть у нас творог, есть творог со Да. сметаной, который все Знаешь, мы мы сбили. практически, если бы ты попробовал еще на сахар, Так, на глюкозу, добавим? я предлагаю вообще не готовить, готово уже. Вкусно. Тогда Очень давай вкусно. почистим мандарины, Мгм. И сюда потом, да? мы их порежем. Ну, я порежу. Что Так, ты же давай. должна сделать? Давай, хорошо. Давай. Кроме воспитания 2 детей прекрасных, Так. готовки для мужа, так. чем посвящаешь себя? Ну, начну с того, что даже на вашу передачу я приехала с выступления. Мгм. Вот. Аллаха шукр, нужно сказать. Потому что очень многие мамочки сидят дома. А я, в общем-то, дети у меня еще довольно маленькие. Старшему 3,5. И маленькой вот будет 2 годика у нас в апреле. Как, дети, кстати, уже талант не проявляют в этом возрасте? Ну, как уж Не не начинают там подпевать тебе, когда ты поешь дома? Конечно. Вот зачастую приходится брать детей с собой на репетиции, на какие-то генеральные прогоны. Можно вас ножичек Так, ножичек, заимствовать? сейчас, секундочку. И даже бывали такие случаи курьезные. Вот я помню, Альмирочке было буквально, наверное, месяца 3. Мы готовились к очень ответственному мероприятию республиканскому. И я приехала на мероприятие, на прогон мероприятия. Мгм. Буквально наш министр культуры Айрат Митимович держал моего ребенка на руках, пока я вот пела. А как Тугантель мы поем каждый вечер перед сном. С детьми? Поете тугантель? Конечно. А гимн Российской Федерации? Ты знаешь, что я, кстати, когда, довольно часто приглашают меня исполнять гимн Российской Федерации Республики Татарстан И ты сразу автоматически поешь на на татарском? играх клуба хоккейного «Акбарс». Мгм. Это, конечно, очень почетно. Слушай, ну И- про тугантель вот не понравилось. Может, споем? И да? Тугантель тоже, потому что это тоже, в общем-то, своего рода это гимн всех татар. Представь, вот сейчас на тебя смотрят твои дети. И Тугантель, и Матуртель, эт кемнен кемнен теле.
Dünyada küp nerse bildin. Haydi birge. Seni tuğan tel orkala. С того времени, как прошло набухание нашего желатина, вот эти, кстати, желейные полоски очень удобно, потому что 7-10 минут проходит всего. Набухают они, и затем мы постоянно помешивая, подогреваем их. Ну, я думаю, сейчас вот растворится у нас комочки. Да, мы его выключим, немножко он отстоится и смешаем с творогом. Так, сейчас наш желатин уже остыл. Да. Очень хорошая консистенция. Кстати, он должен примерно быть по консистенции, как сгущенное молоко такое. Примерно, да? И он и по цвету очень красивый. Так, добавляем? Мы его добавляем сюда. И давай щепоточку ванилина. Аромат. Ой, аромат. То есть ванилина много добавлять тоже нельзя, Ты да? знаешь, как бы не рекомендуется, потому что он имеет горьковатый привкус. Теперь мы все это Мешиваем. перемешиваем. У нас сейчас будет финальный этап, да? Вот мы это все сейчас Да. перекладываем в наши формочки. Сейчас с какими композиторами ты работаешь? Кто пишет песни, тебе музыку? Ты знаешь, сейчас, в общем-то, в Татарстане, в Казани рождаются очень талантливые композиторы. Мне посчастливилось сотрудничать. Вот, например, у нас есть Эльмир Низамов. Я играла роль в мюзикле «Алтын Казан», «Золотой Казан». И 2 года уже прошло с момента постановки. И мы прям таки скучаем и ждем, когда он еще что-нибудь такое же Следующий напишет, мюзикл. эпическое. Да, у него, кстати, есть постановка «Карапулат», «Черная палата», посвященная булгарам. Есть еще вот такая чудная креманка. Да, кстати, на ножках и... Она на ножках ее можно... Да, очень удобно. Ну, Привет. не падает. Сейчас бы дети у меня... ее бы Да мы сами с тобой заиграли. играем тут уже без детей. Но добавляем? Слушай, мы забыли, знаешь что? Нам нужно кисточку и немножечко смазать маслом, чтобы потом было Ага. легче их оттуда извлекать. Да, немножечко буквально. так. Чуть-чуть, да? Да. Я тем временем, видишь, накладываю ага. первый слой, как бы, да, вот так вот мы накладываем. Теперь ты можешь сложить А, сюда мандаринки. давай. Сейчас я мандаринки. Мгм. И сверху еще один слой положим. Так. Вот мы такие вот веточки положим. Мгм. Матурно. Очень красиво. Па-бам! Па-бам! А еще вот так вот сделать руками, и оно готово, да? Симсилялим, Но ахаляй-махаляй. доготовит этот замечательный десерт наш морозильник. Ох. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Это программа «Секреты татарской кухни». И после перерыва нас ждет еще одно блюдо от Алины Шарибджановой. Эремщекле десерт. Замочили желатин в холодном молоке. Творог, сметану, сахарный песок взбили при помощи блендера. Мандарины очистили и нарезали кубиками. К набухшему в молоке желатину добавили ванильный сахар. Когда желатин полностью растворился, сняли с огня, остудили и смешали с творогом. В формочки слоями выложили творожный крем, мандарины и отправили застывать в холодильник. Дорогие друзья, программа «Секреты татарской кухни» вновь с вами. А готовит с нами сегодня очаровательная Алина Шарибджанова. Алина, большое спасибо, что пришла в гости. Пожалуйста. Вместе мы сделали десерт. Да. Очень вкусный, я надеюсь, из творога. Я Поставили тоже его надеюсь. в морозильник. Ну а сейчас Алина мне обещала раскрыть секрет салата, который называется Хиял. хыял. Что в переводе с татарского означает? Мечта. Давайте помечтаем немного. Что делаем и с чего делаем? Ну, дело в том, что практически на базе классической шубы, сеть под шубой, например, да? Ага. Это основа, так сказать. Основа, да. Только здесь берется ветчина халяль, шампиньончики маринованные, яички, свекла. Я все по-татарски хочу назвать. Ага. Кишир, Лучок. морковь отварная, да. Значит, у нас свекла, морковь отварные, лук Свежий. свежий, да, ну, зелень для украшений. И что самое главное, я как приверженец здорового образа жизни абсолютно не использую майонез. То есть либо мы делаем майонез из сырых яиц, ну, То есть если домашнее они приготовление. деревенские, да. А сегодня майонез заменяет у нас, я сегодня смотрю, майонез у нас заменяет катык Сметана. и каймак, сметана, да, и катык, которые мы перемешаем со специями. Именно, значит, соль, перец, там, и это и смесь. будет заправкой нашего салата. Да. Все понятно, Немножечко приступаем. расизма. Приступаем. Так, ну я беру лук по традиции на себя. Давай, ты А порежь можешь его ветчину. мелко резать? Конечно. А без олеки без ветчина. Алина, поделись, пожалуйста, что еще интересного в твоей творческой жизни проходит, прошло, чем можешь поделиться? Проектов очень много. Мгм. Проекты интересные, разноплановые. Как, например, песни эстрадного плана, да. Очень много авторов присылают, просят исполнить песни.
так и самый яркий след оставил проект «Узгариш Жиле». Дело в том, что в нашей республике проходит очень много проектов, связанных с поддержкой молодежного татарского творчества. Под патронажем президента Республики Татарстан проводится очень много проектов. И «Узгариш Жиле» проект один, наверное, из самых ярких. Какую песню ты, кстати, там исполнял? В дуэте с Эльнаром Мирановым я пела «Ола Юлна Тузана», что тоже, в общем-то, это, наверное, одна из самых красивейших песен. Пыль с большой дороги, дословно. Вот сейчас человек, который пройдет, Он даже не заметит ее. Тузанна Куреп, да, ну и что, ну и пыль за... А человек ассоциирует это со своей жизнью, понимаешь? Вот именно философская вот эта составляющая татарских народных песен и отличает нас, наверное, от других народностей. Монг деген сөзі бар ведь? Вот татарский монг, татар монга деген. Что такое татарский монг? А это состояние души, это вот не сам человек поет, а за него душа поет. Это такое состояние, наверное, вот как космос. Ну, я предлагаю тебе сейчас погрузиться в это состояние и что-нибудь из старых татарских песен вспомнить. Ола Юлна Тузана. Üzüm kürdem tuzganna belbi kaldım siz mi kaldım yaş ömrümden узганна. Не заметил, как жизнь прошла. Да. Мы приготовили ветчину, Да, лук. поехали. Пока это отложим. Ты, кстати, очень хорошо справился. Спасибо. Сейчас без кися, без Шампиньончики. шампиньончиклар, да. Но я пока на терке натру Давай, морковь да, и да, свеклу. Мгм. На крупной терке, наверное, да? Ты знаешь, Или на какой? давай на мелкой, пусть Вот будет на этой, более да? воздушная, да. Ну смотри, поменьше, кстати, красиво получается. Отлично вообще. Алина, какие у тебя планы вот на 2017 год? Устроить сольный концерт, спеть с кем-то дуэт, Ты знаешь, поучаствовать кстати, в мюзикле, сняться в кино. идея. Действительно, вот как выясняется, актерские-то таланты во мне еще есть, поэтому я очень много пела музыки для кинофильмов, для рекламы. Наверное, одной из самых таких вот запоминающихся работ моей – это вокалист к фильму, посвященному Великой Отечественной войне. Презентация была в оперном театре на годовщину 9 мая Победы, Дня Победы. И вот сейчас я так думаю, что вот хотелось бы сняться, да, в фильме каком-нибудь. Пожалуйста, свекла. Благодарствую. А как ты грибочки-то мелко режешь? Да я вообще мелочная. Очень мелочный У человек. меня мой братишка Радик, когда мы были маленькими, он всегда говорил: ой, не связывайтесь с ней, она такая вредная, такая мелочная. Ну, что-то, наверное, в этом есть. А сейчас, дорогие телезрители, начинается самый интересный момент приготовления салата. Да, собираем конструктор. Да, конструктор собираем. Но, кстати, я еще забыл яйца через терочку Ничего пропустить. страшного. Ты пока да, занимайся, рассказывай. да. Здесь как бы все наоборот. То есть самым первым слоем мы выкладываем свеклу. То есть Да. как раз под шубу наоборот. Да, но мы можем, конечно, оставить наверх тоже туденга саларга, да, чуть-чуть для красоты, потому что свекла, она, в принципе, сама по себе очень красивая. В этом году нет ли желания, кстати, сделать сольный концерт? Есть, конечно. Ты знаешь, мне кажется, для каждого артиста встреча со зрителем – это, в принципе, смысл жизни. И я очень уважительно отношусь к своему зрителю. Именно поэтому, наверное, я не могу себе позволить там каждый раз полгода ставить концертные какие-то программы, которые не отработанные. Для меня самое главное в творчестве – это качество. Вот. А качество, безусловно, это репетиции, это поиск материала. Наверное, поэтому я вот так часто сольные концерты не делаю. Хотя ждут, спрашивают, и не только в Казани. Вот, в Уфе очень любят. Оренбург, очень хороший зритель. Моя родина, Саратовская область, город Саратов, Ершов, Дергачи.
Анда бик көп татарлар яшей, очень много Всем там большой татар. привет передаем. Сейчас мы все это промазываем. А, кстати, про соус мы сказали с тобой, что у нас Да. соус Соус мы непростой. смешали, котык, сметану, добавили туда специи. Да. Так, посолили, поперчили. Посолили, поперчили. То есть каждый слой надо смазать этим Да. суставом. Так, второй слой у нас идет отварная морковь. Также выкладываем. Ну, по цветовой гамме все очень красиво. Ты знаешь, вообще я очень люблю яркие цвета. А я люблю вкусно поесть. Вот мы и нашли друг друга. Так, у нас еще остался сыр, кстати. Тоже через терочку. Но можно через крупную, наверное. Да, давай через крупную, потому что он пойдет у нас как отдельный слой. Так, Ветчина третий пошла. слой ветчина халяль. Ветчина пошла. Да. Так, я думаю, мы это даже не будем промазывать, потому Ага. что... Достаточно соуса. Да. Так. Соль. Но слои мы не солим, не перчим, да? В плане соли, перца, вот природа же все заложено, все продумано, поэтому соли нам, в принципе, достаточно из тех продуктов, которые мы получаем, да? И, ну, конечно, я люблю соль, но соль задерживает влагу. А сахар? Сахар – это белый яйца. Сахар поднимает настроение. Так, яйца дальше, да? Да. Мгм. Яички. Этот мы вот сразу сыр положим, потому Тоже что... сразу? Да. У нас его достаточно. Теперь мы кладем грибочки. Мы забыли. Так, грибочки. Так, наши И маленькие. зеленый лук я еще вижу вдалеке. Зеленый лук мы положим в самом конце. То Мгм. есть он же настолько красивый, он настолько уже весенний. Так, теперь мы опять же... Добавляем соус. Мгм. Так, ну очень красиво. У нас зеленый лук остался и яички. Мгм. Так, В хаотичном порядке. в хаотичном порядке, с улыбкой на лице, завершаем приготовление салата с интригующим названием. Вот ты знаешь, Хуял. кстати, вот раньше, в советские годы, я помню, у нас вот каждый праздник, почему он был праздничным таким, ну, как бы вот особый настрой был, да? А потому что, когда готовишься к нему, вот это Мгм. все вместе режешься с семьей, да? Ну как всей семьей? У нас папа не готовит. Это и у нас, нет, ты знаешь, я считаю, что мужчина на кухне, да, это вообще, это праздник. Ну а сегодня готовили мы вместе, поэтому, мне кажется, наши блюда получились вдвойне вкуснее. Давайте пробовать. Салат хыял – мечта. Свеклу и морковь отварили и остудили. Натерли на мелкой терке. Также на терке натерли отваренные вкрутую яйца и сыр. Очень мелко нарезали репчатый лук, а ветчину и шампиньоны кубиками. Для заправки салата сделали соус из КТК со сметаной, приправленных специями. На тарелку салат выкладывали слоями, промазывая соусом. Сначала свеклу, затем морковь, ветчину, репчатый лук, часть натертых яиц, сыр, шампиньоны и в завершение снова яйца. Украсили салат мелко нарезанным зеленым луком. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Дорогая Алина, я предлагаю прямо сейчас незамедлительно приступить к нашему обеду. С чего начнем? С салата или с десерта? Ну, я думаю, с салата. По старой татарской традиции. Давай. Вот такая красота у нас. Ну, Тык. попробуем. Попробуем, хочется захватить все слои сразу. Внимание. Алина, именно о таком салате я и мечтал. Очень вкусно. Всем хаял. Обязательно попробую его сделать дома, кстати. Любого гостя вы ему удивите, а потом, когда вместе с чаем вы принесете ему вот такой вот десерт. Да. Самое главное, знаешь что? Что нет тяжести после всего этого. Ну подожди, я вот доем сначала весь салат, потом проверим. Ну, конечно, тонну съесть. Можно попробовать, конечно, и в формочке, да? Но я попробую перевернуть. Да? Что там получится из этого? Так. Давай. Опа! А смотрится-то еще лучше даже. Ну да. Внимание. Ну давай. Ты не будешь? Ту-ту-ту-тум. Ты пробуй тоже. Ну ладно. М, Все, ок? Вкусно, как мороженое. Да. Не простое мороженое, мороженое с мандаринами. Ну и сейчас, Алина, быстренько попробую тот самый десерт от твоей свекрови, ладно? Да. И сравним. Ты знаешь, свекровь твоя должна гордиться тобой. Аналогично. Я от всей души желаю каждому из вас, чтобы всегда ваш стол был полным, дом ваш был всегда светел, чтобы все ваши близкие
все те, кого вы любите, были счастливы и здоровы. Сен де жырлам батыр егіт, сен де жырлам матур қыз. Матур болсын, матур болсын, матур болсын бұл тұрмыш бірге. Матур болсын, матур болсын, матур болсын бұл тұрмыш. Алина Шарипжанова была в гостях программы «Секреты татарской кухни». Еще хочешь добавить? Тәмле болсын еще. Тәмле болды. Смотрите нас каждый день на канале ТНВ. Сау болыңыз, достар. Пока-пока. Сау болыңыз.